Доброе утро, республика, доброе утро, дорогие телезрители. Мы снова встречаем утро в Якутии на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Вместе с вами я, Руслан Ачиров, и вот что мы сегодня для вас подготовили. Сегодняшним утром мы с вами начнем с утренней зарядки, чтобы зарядиться бодростью и энергией на этот новый день. Ну а далее мы с вами предлагаем узнать мировые новости, что же произошло интересного, пока мы спали. Традиционно поговорим на тему медицины, покажем нашу рубрику «Мой доктор», а далее эфир продолжим темой садоводства. Расскажем про овощи и фрукты, которые побили рекорды, а в рубрике «Сад и огород» расскажем про помидоры, как получить богатый урожай. Ну а в конце нашего выпуска расскажем про новое молодежное объединение «Движение первых». К нам сегодня в гости придут кураторы этого проекта. Узнаем, что это за движение и как туда попасть. Так что оставайтесь вместе с нами и не забывайте подписаться на наш телеграм-канал «Утро Якутии», где вы будете в курсе всех событий, которые происходят в республике, в стране и в мире. Ну а сейчас все мы собираемся на работу, и самое время узнать, какая погода за окном. По состоянию на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах республики была плюс 14, плюс 15 градусов. В заречной группе Улусов 14-16, в южных 12 градусов выше нуля. В Вилюйской группе Улусов плюс 12, плюс 16, в Нижнеленских от 8 до 16 градусов. В западных районах плюс 13, плюс 16, в Колымо-Индигирской группе Улусов от 8 до 15 градусов выше нуля. В Янских плюс 9, плюс 12, на северо-западе республики от плюс 11 до плюс 15 градусов. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра была плюс 15 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Ну а сейчас, когда мы узнали, какая погода сегодня будет, мы предлагаем вместе с нами провести утреннюю зарядку. И, кстати, для этого вам не обязательно сидеть перед телевизором. Вы можете просто скачать наше мобильное приложение НВК и переместиться в любое удобное место. Скачать наше мобильное приложение вы можете прямо сейчас. Вам просто необходимо поднести камеру вашего телефона на QR-коды, которые вы видите перед своими глазами на своих экранах. Также скачать на свой гаджет приложение. Ну а если вы уже скачали, тогда мы начинаем. Доброе утро, дорогие телезрители! Меня зовут Валерия Олесова, и я являюсь абсолютной победительницей игры Манчары по якутским прыжкам. Сегодня я вам покажу несколько базовых упражнений, чтобы быть всегда бодрым и держать свое тело в тонусе. Первое упражнение. Исходное положение, ноги врозь, руки на пояс. Выполняем круговые вращения головой. Начали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. В другую сторону. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3. Закончили. Второе упражнение. Исходное положение также ноги врозь. Поднимаем правую руку наверх и делаем рывки руками назад. Начали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3. Закончили. Третье упражнение. Также исходное положение. Ноги врозь, руки на пояс. Выполняем наклоны направо и налево. Начали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2. Закончили. Следующее упражнение – это исходное положение. Ноги вместе. Наклоняемся вперед. Пытаемся достать до земли, до пола. Начали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3. Закончили. Следующее упражнение – это у нас будут выпады вперед правой и левой ногой. Начали. 1, 2, 3,
4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Закончили. На этом, дорогие телезрители, я с вами прощаюсь и желаю вам отличного дня. Пока! 24 июля стартовал прием заявок на конкурс «Среда возможностей» фонда Тимченко. Конкурс направлен на поиски и поддержку проектов, направленных на улучшение условий для детей и подростков на малых территориях. Оператором конкурса по Дальневосточному федеральному округу является фонд «Единый ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и развития гражданских инициатив Республики Саха-Якутия». И сегодня у нас в гостях Ольга Вешникова, руководитель этого центра. Доброе утро, Ольга. Доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, что это за конкурс и кто может в нем участвовать? Да, действительно стартовал конкурс, который объявил благотворительный фонд Елены Геннадия Тимченко. Мы грантооператоры. Этот конкурс направлен на создание среды, развивающей, поддерживающей среды возможностей детей и подростков. И, наверное, основополагающий принцип этого конкурса – это опора на мнение самих детей. Поэтому, уважаемые команды проектные, которые будут принимать участие в конкурсе, я бы хотела обратить внимание, что необходим некий опрос, исследование, интервью, стратегические сессии, в которых мы поймем на наших малых территориях, а это все территории, кроме города Якутска и Нерюнгри, все населенные пункты Якутии подходят, мы поймем запросы, потребности наших детей и подростков. А какие главные основные цели данного конкурса? Цели – это как раз улучшить имеющиеся условия и создать новые возможности для всестороннего развития детей с опорой на их мнение. Как мы уже сказали, на малых территориях, а кто может принять участие? Это команды, которые проживают на данном населенном пункте, село, деревня, малые города. И подать заявку на конкурс могут некоммерческие организации любого типа, кроме профсоюзов и кроме политических партий. Также могут подать, что интересно может стать, бюджетные учреждения могут подать, школы, детские сады, музеи, библиотеки, техникумы, колледжи и даже учреждения социального обслуживания. А какой возраст участия детей? Дети от 6 лет до 18. Ну, достаточно такой обширный получается. Да, конечно. И поэтому проекты могут быть разноплановые, потому что у детей фантазии, мысли и потребности порой мы, взрослые, не всегда опираемся на мнение детей, согласитесь. И благополучие детей зависит в том числе и от того, насколько мы слышим голос ребенка. Это впервые проводится этот конкурс или это такой ежегодный? Этот конкурс впервые стартовал 24 июля на территории всей Российской Федерации. Мы оперируем этот конкурс на Дальнем Востоке, получается. И это новая история. Я думаю, что она войдет в жизнь. И мне кажется, что это интересно. Уже очень много заявок поступает, заявок на консультацию, экспертизы проекта. Обращайтесь в Единый ресурсный центр. Мы находимся в общественном центре, кабинет 702-703, телефон 701-082, и мы можем вас проконсультировать и сориентировать. До какого числа идет прием заявок? Ну, у нас завершение приема заявок 24 сентября. Поэтому я бы не сказала, что нужно торопиться, но точно уже пора формировать команду, определиться с идеей, сделать опрос и начать разработку проекта. Какого рода ребята должны подготовить? Это будут презентации или будут какие-то визитные карточки? Сам вообще этапы конкурса? Но так как заявители это все-таки зарегистрированные юридические организации, и это взрослые, да, которые опираются на мнение, на решения, на потребности детей, то мы вчера уже с Мигино-Кангаласского района были потенциальные участники, так скажем, конкурса, школа
одна. И мы подумали, что даже если команда проекта — это взрослые, учителя, наставники, родители, то здорово в команду вовлекать, во-первых, самих детей. И точно, вот вы правильно сказали, что презентации, видео проекта, уже визитную карточку могут и должны делать сами дети. В каком формате будет проходить сам конкурс? Это будет что такое, в виде онлайн, или все команды соберутся в одном месте? Ну, мы, некоммерческие организации, уже привыкли, что грантооператоры все свои процедуры конкурсные проводят в интерфейсе, все в интернете. Вы заходите на портал фонда Тимченко, конкурс «Среда возможностей», регистрируетесь и начинаете подавать заявку. Все творчество будет при истории успеха, получении гранта и во время реализации проектов, я думаю. Когда будет сам конкурс, вебинар по конкурсу, да, и где его можно посмотреть? Я так понимаю, в портале фонда Тимченко? Ну, 2 вебинара уже прошли, и здесь коллеги из фонда Тимченко используют платформу ВКонтакте. ВКонтакте есть записи 2 первых вебинаров. Мы 3-й единый ресурсный центр проведем на площадке вебинар 22 августа в 11 часов утра. И ссылку можно в наших соцсетях получить на нашем портале, но также мы обязательно запись выложим в YouTube. И 24 августа в 10 утра мы хотим провести вебинар для наших коллег из регионов Дальнего Востока. Интерес очень большой, конкуренция будет высокая, поэтому нам нужно сейчас прокачать наши гибкие навыки по проектному управлению и мышлению. Что будет по итогам этого конкурса? Ну, я хочу сказать, во-первых, будут команды сформированы, да, на наших малых территориях. Во-вторых, в арсенале школ, учреждений и некоммерческих организаций будут проекты. А в случае успеха будет грант до 1 миллиона рублей. И реализованные проекты, конечно, должны быть направлены на конкретный, качественный, количественный результат. Расширение круга друзей, детей, создание новых сообществ, дети, родители, учителя и так далее. Это определение в профессии, истории успеха и понимание ответственности за свою жизнь, семью и местных сообществ, где живут наши дети и подростки. Ольга, спасибо вам большое. Друзья, я напоминаю, что подать заявки и все вопросы можно по ответы получить в едином ресурсном центре. Ну, а мы сейчас передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Доброе утро, Якутия. Главные новости к этому часу. Правительство перераспределило свыше 12,5 миллиардов рублей, которые освободились в бюджете для поддержания темпа расселения жилого фонда, признанного непригодным до 1 января 2017 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, многие субъекты федерации выполняют программу опережающими темпами. 14 ее уже завершили. За первую половину этого года переселено свыше 50 тысяч граждан, что на 22% превышает прошлогодние показатели. К концу следующего года все регионы перейдут к реализации новой программы, запущенной по поручению главы государства. Ожидается подъем заболеваемости гриппом, но нет оснований говорить о том, что он будет каким-то необычным. Если удастся создать коллективный иммунитет с помощью вакцинации, то пики заболеваемости будут срезаны. Как пояснил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, состав вакцин против гриппа, который изготовлен и обновлен в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Работа по отлову безнадзорных собак продолжается в столице республики. За минувшую неделю специалисты поймали 31 бродячее животное. Отлов ведется в том числе на территории Сон-Сатал, где местные жители жалуются на увеличение количества собак, находящихся на самовыгуле. При этом с товарищества уже поступали сигналы о нападении животных на людей. Отмечается, что всего с начала года в Якутске было отловлено 1349 собак, и все они были отправлены в пункт передержки.
Лучше горы могут быть только цветные горы. В Республиканском медиацентре состоялась пресс-конференция по завершившейся недавно экспедиции по именоречению горных вершин хребта Сунтар-Хаята. Им дали имена известных деятелей Якутии начала 20-го столетия Степана Аржикова и Исидора Барахова. Также третий пик получил название Ботур. Организатор похода Георгий Цыпандин отметил, что 7 лет мечтал покорить эту высоту. В 18-м была завершена первая попытка это сделать, однако группа из 4 человек была недостаточно подготовлена, поэтому им пришлось вернуться, не достигнув цели. С 17 по 30 июля 8 участников экспедиции исследовали горные вершины, на которые еще никто не восходил. Интересный горный массив, вообще сплошь из скалистых монолитных скал. Это необычные, это не везде такие горы есть. И еще самое интересное то, что этот район недоступен. Он как бы белым пятном является на карте республики. Высота, самые наивысшие высоты этого массива 2369 и 2200. Короткометражка мирнинского актера и режиссера получила 2-е место на республиканском конкурсе, который организовали Международная школа креативных навыков, медиашкола и ЕКТ Гикфест. Обязательным условием было наличие в фильме фонаря, танцующего человека и фразы «как в кино». В итоге получилась кинокартина на 5,5 минут. В республике с 14 по 20 августа проходят дни популяризации активных видов спорта. В рамках этой недели в организациях здравоохранения республики пройдут консультации, лекции врачей-специалистов. По словам главного врача Якутской городской больницы номер 3 Светланы Давыдовой, недостаточный уровень физической активности является одним из основных факторов риска смерти от неинфекционных заболеваний. ВОЗ рекомендует хотя бы 3 раза в неделю на 40 минут посвящать себя любому виду физической активности. Для пожилых людей рекомендованы менее интенсивные нагрузки, а также упражнения для поддержания гибкости и упражнения на равновесие. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. И теперь мы переходим к новостям из мира. Так, издание Daily Mail опубликовало рейтинг стран с самым низкорослым населением. Этот показатель в основном обусловлен факторами эволюции. Самые низкие люди, как выяснилось, живут на острове Тимор-Лешти в Юго-Восточной Азии. Здесь средний рост мужчины составляет 160 сантиметров, а женщины 151 сантиметр. А в топ-5 также попали Лаос, Мадагаскар, Гватемала, Филиппины и Непал. По мнению экспертов, предки жителей этих стран приспособились к меньшему росту, чтобы выдерживать невыносимую жару. Кстати, самые высокие люди, согласно исследованиям, живут в Нидерландах. Мужчины там в среднем вырастают до 182 сантиметров, а женщины до 168. Индонезийская авиакомпания начнет заправлять самолеты топливом с пальмовым маслом. Garuda Индонезия пока объявила о начале испытаний. В состав нового авиатоплива входит 2,4% растительного масла. Им будут заправлять турбовентиляторные двигатели самолета Boeing. Представитель авиакомпании заявил, что таким образом Garuda Индонезия движется в сторону зеленой экономики. После тестирования в конце августа должны состояться первые наземные и летные испытания. Индонезия считается передовой страной по производству пальмового масла, поэтому его стараются использовать вместо дорогостоящего горючего. Ранее государство представило биодизель на 35%, состоящий из растительного компонента. Конечно, лучше сжигать пальмовое масло в двигателях, чем добавлять его в пищу. Ну а между тем, британские математики высчитали, сколько билетов нужно купить для выигрыша в лотерею. Специалисты Манчестерского университета применили систему конечной геометрии. Оказалось, что для успеха популярной в Великобритании лотереи «Лотто» нужно приобрести минимум 27 билетов. Авторы работы Дэвид Стюарт и Дэвид Кушинг пояснили, что из более 45 миллионов возможных выигрышей хотя бы в одном из билетов будет минимум 2 общих номера. Однако эта теория интересна математикам лишь с научной точки зрения, так как покупка будет скорее затратной, чем прибыльной. К примеру, 27 билетов обойдутся в 54 фунта стерлингов, это около 6,5 тысяч рублей, а вероятность крупного выигрыша составляет 1%. Статья опубликована на официальном сайте университета.
Друзья, ну а сейчас мы прервемся на небольшую паузу. Сегодня в Парагвае отмечают День защиты детей, День мира в Таиланде. А какие праздники отмечаются у нас в стране и в мире, мы узнаем из нашей рубрики «Даты и события». На календаре 16 августа сегодня отмечают День чуда своими руками, День рассказывания анекдотов, День американских горок и День малинового варенья. 16 августа ежегодно проходит День памяти короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. На родине музыканта в южноамериканском городе Мемфис в этот день начинается неделя памяти Пресли. Этот день стал масштабным праздником для всех поклонников его творчества, число которых с каждым годом постоянно увеличивается. Также в этот день отмечают праздник в честь одного из самых загадочных персонажей – День Джокера. В этот день можно устроить с друзьями карточную игру с использованием данной карты или посмотреть любое кино с присутствием этого героя. По народному календарю в этот день чтут память святого Антония Римлянина, новгородского чудотворца. Этот день посвящают сбору малины. Считается, что ягоды, собранные в этот праздник, самые сладкие. Хозяйки пекут из них пироги и делают запасы на зиму. Сегодня нельзя убирать, вытирать пыль, заметать пол, выносить мусор, иначе можно лишиться богатства. А ветер с завихрениями сулит много снега зимой. События в этот день. В 1930 году создан первый звуковой цветной мультфильм. В этот день вышел в свет первый выпуск журнала Sports Illustrated. В 1976 году на большой экран вышла кинокомедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». В 2006 году в русской Википедии появилась юбилейная 100-тысячная статья. В этот день родились Габриэль Липман, французский физик, нобелевский лауреат. Иван Билибин, русский художник, книжный иллюстратор. В этот день родился Юрий Рерих, русский ученый-востоковед, лингвист, путешественник. Пьер Ришар, французский актер и режиссер. Геннадий Цыганков родился в 1947 году, советский хоккеист и тренер, двукратный олимпийский чемпион. Мадонна родилась в 1958 году, американская певица, автор песен, продюсер, актриса. Именины в этот день отмечают Ян, Николай, Кузьма, Иван, Вячеслав, Антон, Соломея. Далее наш эфир продолжит наша традиционная рубрика «Мой доктор», где мы расскажем про болезни органов дыхательной системы, как себя уберечь и что надо знать. Доброе утро! Жизнь всего человеческого тела и каждой его клетки зависит от наличия кислорода. Сегодня расскажу о факторах, препятствующих работе легких. Первый фактор – это курение. Всего за год в легких курильщика попадает около килограмма табачных смол, которые разрушают альвеолы и сужают бронхи. Токсичные вещества из табачного дыма вызывают раздражение дыхательных путей, развитие хронического бронхита и повышают восприимчивость легких к инфекциям. Гиподинамия. Без достаточного количества движения, например, ежедневной ходьбы пешком, легкие постепенно теряют способность пропускать через себя объемы воздуха, необходимый для нормальной жизни организма. Избыточный вес. У тучных людей диафрагма смещается вверх и давит на легкие, затрудняя их работу. Невнимание к своему здоровью, невылеченные вовремя или вылеченные неправильные простуды и бронхиты приводят к тому, что инфекция перемещается в легкие. Жизнь в крупных городах. Городская пыль и выхлопные газы автомобилей загрязняют легкие и не дают им полноценно работать. Для того, чтобы сохранить здоровье легких, необходимы отказ от курения. Легкие постепенно очищаются и восстанавливают свои функции за год.
Так что даже у куривших много лет, после отказа от вредной привычки, есть шанс вернуть легким чистоту. Физическая активность, регулярные кардионагрузки позволяют увеличить емкость легких и улучшить их функции. Здоровое снижение веса, правильное питание и регулярная двигательная активность освободят от лишних килограммов тела, а легкие от давления. Забота о своем здоровье. Даже банальный насморк требует грамотного лечения, иначе он может незаметно стать серьезной болезнью. Выходные на природе. Как бы ни был велик соблазн остаться на выходных в городе, лучше провести их на природе. Берегите свое здоровье, бросайте вредные привычки, и пусть ваше дыхание будет легким. Ну а сейчас мы хотим с вами поделиться советами, как себя уберечь от дыма. Как мы видим, на этой неделе дым от лесных пожаров окутал наш регион. И многие аллергики и астматики стали чаще обращаться в медицинские учреждения столицы. Как в домашних условиях уберечь себя от дыма и смога, расскажем далее. И первым, что рекомендуют врачи, это стараться избегать длительного нахождения на воздухе ранним утром. В такое время суток в воздухе находится максимальное количество смога. Второе. Людям, страдающим легочным, сердечным, аллергическими заболеваниями, необходимо иметь с собой необходимые лекарственные средства. Третье. Не открывать окна, особенно ночью и ранним утром. Далее, по мере возможности, использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха. Занавешивать места поступления атмосферного воздуха, окна, форточки и так далее, увлажненной тканью, и периодически ее менять. Проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах. Полезно также поставить в жилых и рабочих помещениях емкость с водой, чтобы повысить влажность воздуха. Ограничить физическую нагрузку, в том числе сократить рабочий день для работающих со значительной физической нагрузкой. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. Избегать употребления алкогольных напитков и пива, исключить курение, так как это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 10-й совет – это при усилении запаха дыма рекомендуется надевать защитные маски, которые следует увлажнять, а оконные дверные проемы изолировать влажной тканью. 11. Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Далее исключить из питания жирную пищу, употреблять легко усвояемую, богатую витаминами и минеральными веществами пищу, отдавать предпочтение овощам и фруктам. 13-й совет. В целях снижения токсического воздействия смога на организм принимать поливитамины. 14. При выборе одежды отдавать предпочтение натуральным тканям. 15. Несколько раз в день принимать душ. 16-й совет. Промывать нос и горло. Для профилактики першения горла достаточно провести прополаскивание слабым щелочным раствором, например, 5% раствором пищевой соды. А вот для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется измерять артериальное давление не менее 2 раза в день, при устойчивой артериальной гипертензии обратиться к врачу, иметь при себе лекарственные препараты, рекомендованные лечащим врачом. 18-й совет. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, появления признаков одышки, кашля и прочее, необходимо обратиться к врачу. И последний совет. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные врачом. Будьте здоровы и берегите себя. Ну а далее поговорим о садоводничестве и огородничестве. Узнаем, какие овощи и фрукты в свое время побили рекорды Гиннесса.
Самая крупная капуста была выращена семьей из Америки. Весил плод 34 килограммов. Причем вырос овощ на Аляске, который не отличается благоприятными условиями для огородничества. Но умельцам по фамилии Эванс удалось вырастить отличный урожай. Их рекорд пока никто не сумел побить. Тыква сама по себе довольно тяжелый овощ, но рекордсменом стало то, что выращенная фермером из Бельгии. Ее масса составила 1200 килограммов. Чтобы транспортировать ее к месту фестиваля, пришлось даже задействовать автопогрузчик. Невозможно представить, чтобы одна картофелина могла весить даже 1 килограмм, а тут рекордсмен вырастил ее весом почти 5 килограммов, 4 килограмма 900 граммов. Репа массой в 16 килограммов была выращена в Китае. Ее длина составила 120 сантиметров. Фермер уверяет, что ничего особенного при выращивании не использовал. Выполнял все стандартные действия – полив, прополка, рыхление. Правда, поливал каждый день и обильно. В Англии фермер вырастил кабачок весом 54 килограммов. Длина овоща составила 67 сантиметров. Чтобы доставить его на фестиваль, огородник попросил помощи у одного спортсмена. Морковка весом 10 килограммов, 200 граммов и длиной 50 сантиметров. Выращена в Америке. Огородник утверждает, что специальные добавки не применял. Вкус у овоща вполне обычный, ничем не отличается. Самая крупная луковица родилась в Англии. Ее вес составил 9 килограммов. На выращивание ушло 2 месяца. Опять же, никаких удобрений фермер не использовал. По крайней мере, он так говорит. В Америке вырастили самый большой арбуз в мире массой 150 килограммов. Такой ягоды точно хватит на всю семью. Фермер говорит, что никакого секрета нет. Просто забота, регулярный полив. Да еще и климат в штате Теннесси хорош для выращивания. Ананас весом 8 килограммов 27 граммов вырастила женщина из Австралии. Даже проводились исследования, которые показали, что никаких искусственных стимуляторов роста не использовалось. Лимон массой 5 килограммов 300 граммов вырастили в Израиле. Сам садовод отметил, что вкус фрукта был совсем другим. Лимон оказался сладким, что для него вовсе не характерно. Да, ну такой лимон, наверное, вряд ли добавишь в чай. Ну а чтобы у вас были такие же урожаи или хотя бы похожие, мы каждую неделю с вами делимся интересными советами с нашими огородниками в рубрике «Сад и огород». Сегодня мы поговорим о том, как выращивать помидоры в тепличных условиях, чтобы он не только хорошо рос, но и хорошо плодоносил. Друзья дорогие, у кого теплица находится немножко в тени... Да, лучше помидоры да, не высаживать совсем. Да, ну или высаживать, если уж Да. такой возможности Наши нет. сорта лучше... Потому что вот деревья, конечно, пилить довольно-таки Нет, да и нельзя, я не хочу их да. пилить, и нельзя. Поэтому и нельзя, да, поэтому сорт якут, Да, так и называется. это да, якут у сорт нас, якут. да. Наш научно-исследовательский институт. Они, видимо, создали такой сорт, который как раз-таки может прекрасно себя чувствовать Да, но вы в знаете, нашем климате. Скажите, а как вы готовите почву для своих помидоров? Вот якут у вас в какой почве? Расскажите Значит, про почву. я, Вы значит, сдаете что? анализы какие-то? Да, я, конечно, я каждый год сдаю анализы. Значит, перегной, Мгм. значит, 1/3 часть. Значит, получается, значит, 6 частей земли Мгм. и 1 часть песок. Так, записываем прямо. Мгм. Вот. Перемешиваю, и потому что для помидор жирная почва не подходит очень никак, хорошо. да, она будет буйствовать лист, а плоды давать он Да. не будет. В отношении полива. Поливать нужно 1 раз в неделю. Мгм. Если уж сильно жарко, поливать только вечером. Только вечером. Иначе мы сожжем листья. Да. Ну и они сами тогда, для полива, значит, я вот, чтобы нам потом не возвращаться, никаких химикатов в свои выращивания всех растений, в том числе и помидоры, не использую. Только настой на отходы от хлебного кваса, гуманит, значит, ложу один раз, это как перед тем, когда я высаживаю помидоры. Это Гуманит, это гуманит калия, что ли? Да, Нет? ну вот он продается в магазинах у нас, там он идет как удобрение. Я его, значит, на 10 литров всего, значит, 2 столовые ложки.
Это на 100 литров получается баночку. Вот перед этим заливаю марганцовку, развожу с ним и заливаю землю. Перед посадкой. Перед посадкой. То есть тем самым вы делаете, что вы обеззараживаете, Да. И обеззараживаю. Профилактируете и какие-то профилактику, значит, от всяких, значит, там... заболеваний, да. И она как гуманит, он еще и как удобрение, получается, идет. Он как поддержка. Вот То есть этого. там азотистых... Да, да, нет, да. подождите, гуманит это же калий, да? Калий, в основном? да. В основном калий. А азот это все-таки навоз, вот все, что с Да, навозом да. Ну, я связано. говорю, вот уже перегной там уже... А начали. навозом вы пользуетесь? Нет, я только уже готовый перегной. У меня с нашей девушкой заключен договор, она мне постоянно привозит его. Очень, значит, классически, очень идеальный у нее, она к этому относится. Вы сдаете анализы, вы сказали, вот на содержание в почве, ну, в общем, состав почвы. Каким должен быть состав почвы? Ну, понимаете, значит, чтобы он не был закисленным. Обязательно. Это самое... То есть значит, любое растение, культурное, Да. скажем, да, вот эти овощи наши. если, значит, корнеплоды, кислотность повышается, значит, все, значит, надо побольше тогда добавлять, значит, будет, калийных. значит, а вот, значит, Калий, фосфор. просто, нет, я говорю, что золу, с этого побольше, значит, добавлять нужно золу. Сейчас самый сезон сбора ягод и грибов в лесу. Наконец, пожароопасный сезон завершается, и гражданам разрешили выезды в лес. О том, как правильно собирать ягоды и грибы, расскажем далее. Сроки сбора малины, земляники, красной смородины, голубики начались еще в июле. Сейчас же в лесах поспела черная смородина. В южных районах Якутии их собирают с середины августа. А к концу августа, в начале сентября почти повсеместно поспевает брусника. Многие занимаются собирательством, но не все знают правила их сбора. В отношении сроков сбора ягод существует понятие ботанической и потребительской зрелости. Первое наступает, когда ягода перестает расти, полезные вещества в ней достигли максимума. Такой урожай пригоден для долгого хранения и переработки. Вторая характеризуется достижением ягодами свойственных виду окраса, вкуса и аромата. Такие плоды годны для употребления в пищу сразу после сбора. При этом чересчур ранний сбор приводит к потере вкусовых качеств, слишком поздний грозит гниением плодов. Ягоды и грибы нельзя собирать вблизи автомобильных трасс, свалок, так как употребление в пищу такого урожая может грозить отравлением. Лучшее время для сбора ягод – утро сухого дня. Для транспортировки же собирайте ягоду сразу в ту тару, в которой повезете, так как перекладывание из одной емкости в другую провоцирует порчу урожая. Что касается грибов, то их опытные грибники не советуют выдергивать с корнем, чтобы не повредить грибницу, а лучше срезать. Собирать лучше в плетеную корзинку или пластиковое ведерко. Червивые грибы некоторые советуют вешать на сучки и веточки для лесных жителей. Конечно, и грибы, и ягоды можно купить на рынке, но никакая купленная ягода не сравнится по вкусу и аромату собранной своими руками в лесу. В Якутии заработало региональное отделение Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Напомню, что это федеральный проект, который был инициирован и поддержан главой государства Владимиром Путиным, и старт которому был дан еще в апреле. Но именно с нового учебного года работа движения начнется уже полномасштабно. Также начнется набор ребят в команду первых. Как это будет проходить и что это за проект, мы сегодня поговорим с нашей гостьей в студии. Это заместитель председателя регионального отделения движения первых Перфильева Алла Ивановна. Алла Ивановна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, что это за проект? Познакомьте нас с проектом движения первых. В прошлом году по предложению самих ребят был принят законопроект за номером 261 о создании российского движения детей и молодежи. Движение первых – это федеральная структура. Она у нас создана во всех 89 субъектах Российской Федерации, в том числе и новых наших регионах. Наблюдательный совет возглавляет президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Координационный совет в нашем регионе возглавляет наш глава Николаев Айсен Сергеевич. А по каким направлениям движение будет работать? Деятельность движения построена по 12 направлениях, которые выбирали и утвердили сами дети. В наш региональный план вошли 6 федеральных проектов. Это хранители истории, семейная команда, команда первых, волонтерство и добровольчество,
Также у нас есть 4 региональных проекта и 10 иных активностей. Помимо этого у нас дети, они участвуют во всероссийских мероприятиях. Например, в этом году весной у нас прошла университетская смена. Во время школьных каникул ребята выезжают в вузы федеральные. Там живут, проживают, им полностью оплачивают питание, проживание, авиаперелеты. Сейчас у нас тоже ребята выехали уже на весеннюю смену выезжали, на летнюю смену выезжали. Сейчас у нас ребята в Туле, 5 девочек, с Чурапчи, с Хангаласского района, с города Якутска. Также у нас была активность в Казани. Сейчас ребята у нас в Казани, 5 тоже девочек. Они заполняли эссе, видеоролик сняли. Активность у нас называется «Международный лагерь «Дружба» в городе Казань». И сейчас ребята там. Да, это, видимо, вот кадры именно оттуда, да? Сколько детей и молодежи вы планируете охватить? Ну, до конца 2023 года мы планируем охватить 30 тысяч ребят. И одним из значимых событий в жизни первичных наших отделений это станет церемония посвящения в первые. В начале месяца будут приглашаться почетные гости, граждане, родители, и будут ребят посвящать в первые. Где располагается штаб первых и будут ли отделения в районах? Сегодня во всех, как я уже говорила, 89 субъектах созданы региональные отделения. Они имеют самостоятельное юридическое лицо. Мы расположены по адресу Орджоникидзе, 8. Также у нас в 32 муниципальных районах есть местные отделения. У нас приняты 22 специалиста по сегодняшний день, которые успешно работают. Они прошли конкурс, тестирование, собеседование. И также у нас каждый сотрудник, он является председателем совета. Первичные отделения у нас созданы в школах, в учреждениях среднего профобразования, в высших образовательных организациях, дополнительного образования. Также мы идем в учреждения культуры, спорта, молодежи и некоммерческие организации. Охват очень такой обширный. Охват большой, да, в общем, там, где есть дети, мы будем Это здорово, организовать здорово. свои первичные организации. А скажите, а как будет проходить отбор ребят, и все ли желающие смогут стать участниками движения первых? Все желающие могут стать участниками движения первых, не только ребят. У нас участники это от 6 до 18 лет, и также могут зарегистрироваться от 18 лет и старше. Это уже у нас категория идет наставников. То есть можно как вожатый, получается, да? Да, да. Грубо говоря. Все верно. А куда детям нужно обратиться, чтобы вступить в ваши ряды? Ребенок, подросток, взрослый заходит на сайт будетдвижение.рф, все пишется маленькими буквами, регистрируется, и ему на электронную почту приходит ссылка, мероприятие, он выбирает и участвует. Если что касается школьников именно, да, школьного возраста, что дает школьникам участие в этом движении? Движение школьникам дает, во-первых, они участвуют в наших мероприятиях, знакомятся с ребятами по интересам, и также дает возможность расширять свой кругозор и географию. В целом, можно ли это сравнить как-то вот с пионерией, да? То есть все верно. Практически да. все Только это по-новому. Здорово. Какие планы у вас на ближайшее будущее? Сейчас у нас 22 августа на нашей главной площади, проспекте Ленина, с 11 часов пройдет наше масштабное мероприятие «Саха-лето вместе с движением». Там у нас будет презентация наших 12 направлений, проектов. Это мы презентуем проект «Мы граждане России». В торжественной обстановке подросткам, которым достигли 14 лет, будут вручаться паспорта, наша брендированная продукция. У нас будет подведение итогов военно-спортивной игры «Зорница», которая прошла у нас в Намцах. Презентация нашего проекта «Север ВКонтакте». Это марафон блогеров, которые будут у нас в декабре выезжать в арктические районы. Будет посвящение в хранителей истории детей и подростков и наши иные мероприятия.
Замечательно, очень интересная информация. Может быть, ваши пожелания телезрителям, и еще раз можно напомнить, куда можно обратиться, чтобы записаться. Да, конечно, мы всех приглашаем вступить в наше движение. И также ждем вас 22 августа с 11 часов на площади Ленина. Приходите, будем ждать. У нас пройдет мероприятие наше «Саха-лето» вместе с движением первых. Спасибо. Спасибо, Алла Ивановна. Спасибо большое. Но, дорогие друзья, мы продолжим наш выпуск и передадим слово нашим коллегам из новостного блока. Якутия, доброе утро. Новости к этому часу. Роспотребнадзор отменил анкетирование по COVID-19 для прилетающих из-за рубежа. Анкетирование было введено в самом начале пандемии в марте 2020 года. С 21 октября прошлого года для граждан Российской Федерации отменили сдачу теста на коронавирус при возвращении из-за рубежа вне зависимости от вида транспорта, на котором они прибывают. При этом для тех, кто путешествует водным транспортом или на самолете, все еще было необходимо заполнить анкету на портале госуслуг. Теперь это требование снято. Кроме того, выборочное тестирование на COVID-19 теперь будет проводиться только среди тех, кто прибыл в Россию из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации. Новые правила позволят сократить количество правонарушений, связанных с реализацией сильнодействующих лекарственных препаратов и препаратов по льготным рецептам. Отмечается, что нововведения коснутся только категорию сильнодействующих, подлежащих предметно-количественному учету, льготных лекарств, а также отпускаемых дистанционным способом по рецепту. Нормы коснутся всего нескольких процентов из всего объема рецептурных продаж. Для всех остальных рецептурных и тех более безрецептурных препаратов ничего не изменится. Продолжается реконструкция региональных автомобильных дорог «УМНАС» и «НАМ». В феврале текущего года начались ремонтные работы по уширению земляного полотна у микрорайона Марха по дороге «НАМ». На сегодняшний день окончено переустройство линий связи и электропередач. После реконструкции данный отрезок увеличится до 4 полос движения. Также продолжается реконструкция автодороги УМНАС. В этом году в отрезке будет уложен асфальт на 4 километра дороги из планируемых 8. Реконструкция ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорога у нас, она более нагруженная. Груза идут с Покровска, с Максоголоха. Возят цемент, щебень, строительные конструкции. Сейчас идет процесс укладки асфальтобетона. Это будет только нижний слой асфальтобетона, который составляет толщиной 13 сантиметров. И на следующий год по стабилизации земляного полотна посмотрим, где, если какие-то недочеты будут, это, естественно, сразу подрядная организация устранит. И на следующий год уложим верхний слой асфальтобетона толщиной 5 сантиметров. И, естественно, весь комплекс работ будет закончен. Ремонтные работы дорог проведут к столетию Алдана. На эти цели выделено более 100 миллионов рублей. Работы в этом году будут по улицам Дзержинского, Геологическая и Кооперативная. Последние две уже проходят процедуру приемку сдачи. Всего в нормативное состояние приведут более 2 километров автомобильных дорог. В настоящее время на улице Дзержинского изготовлены водоотводные лотки, выполнены переезды через водоотводные канавы, ожидаются люки для установления. Также идет подготовка дорожного основания под укладку асфальтобетонной смеси и тротуарной зоны. Хабаровск в эти дни примет чемпионат России по боксу. Сборная Якутии, в которую вошли 12 лучших боксеров республики, уже прибыла на место проведения соревнований. В состав сборной Якутии вошли 12 спортсменов по итогам отборочных соревнований. Чемпионат страны пройдет с 17 по 26 августа. Медалисты соревнования по 13 весовым категориям попадут в состав сборной России. Хабаровск уже принимала чемпионат России по боксу среди мужчин 10 лет назад. Тогда якутские боксеры смогли завоевать 2 медали. Василий Егоров впервые в своей карьере стал серебряным призером, войдя в число лидеров страны. Александр Самойлов принес бронзовую медаль. На этом все. Оставайтесь с нами и хорошего дня. Друзья, ну а в завершении нашего эфира хотелось бы напомнить, что сегодня 16 августа. И еще раз давайте узнаем, какая информация по погоде за окном. По состоянию на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах республики была 14-15 градусов выше нуля. В заречной группе плюс 14, плюс 16.
В южных районах 12 градусов выше нуля. В Вилюйской группе Улусов плюс 12, плюс 16, в Нижнеленских 8-16, в западных плюс 13, плюс 16 градусов. В Колымо-Индигирской группе Улусов от плюс 8 до плюс 15 градусов, в Янских 9-12 градусов тепла. На северо-западе республики от плюс 11 до плюс 15 градусов. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составляла плюс 15 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 20 градусов. Ну что, дорогие друзья, погода, как видно, у нас потихоньку подходит к осени, но тем не менее все еще тепло на улице, поэтому в середине этой недели, да, желаю вам отличного, бодрого утра, ну и, конечно же, продуктивного дня. Не забываем подписываться на наш телеграм-канал «Утро Якутии». И, кстати, хотелось бы отметить, что буквально завтра среди подписчиков нашего телеграм-канала мы разыграем 2 билета в кино. Состоится этот розыгрыш завтра в четверг. Можете подготовить свой смартфон, подписаться на наш телеграм-канал, потому что мы будем, соответственно, проверять. Если вы дадите правильный ответ, то обязательно будет подписка. Ну и, конечно, напомню вам о нашем мобильном приложении НВК, где вы в любом удобном для вас месте можете смотреть, следить за нашими эфирами. Ну а сейчас желаю всем отличного настроения, хорошего, бодрого утра и продуктивного рабочего дня. До новых встреч в эфире, то есть уже до завтра.